В повестке очередной сессии парламента 8 вопросов. Прежде чем парламентарии утвердили ее, депутат Канкварчи обратился к коллегам с заявлением в связи с назначенной на 28 декабря сессией, на которой планируется рассмотрение вопроса ратификации соглашения о передаче госдачи Пицунда Российской Федерации. Предлагаю парламенту сделать обращение именно в администрацию президента Российской Федерации, в МИД России и ФСО о том, что парламент в целом не против принятия этого решения, но есть вещи, которые, по нашему мнению, должны претерпеть изменения в самом договоре. Выразили свое отношение к этому вопросу, чтобы не получилось, что то или иное движение неправильно, чтобы это, как говорится, в целом не отразилось на отношения между Российской Федерацией и Абхазией. Выступая от лица оппозиционных сил, Канкварчи добавил, что заявление подписать готовы все организации. По итогу спикером Народного собрания Лашей Ашуба было предложено обсудить данный вопрос вне сессии. Законопроект об инвестиционном товариществе представил депутат Бадрик Пилия. Суть законопроекта состоит в расширении возможностей для предпринимателей. Речь идет о создании правовых основ договора, регулирующих совместное осуществление деятельности. Проще говоря, станет возможным объединение средств нескольких инвесторов для реализации бизнес-проектов. Законопроект об инвестиционном товариществе депутаты поддержали и приняли во втором окончательном чтении. В окончательном чтении депутаты приняли и законопроект, регулирующий сумму выплат персональных пенсий, которые предназначаются двум категориям граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной. Инвалиды Отечественной войны народа Республики Абхазия, инвалиды первой группы, получившие тяжелые ранения, увечья при защите Родины в мирное время. В соответствии с вышеуказанным законом пенсию получат 104 человека, из них получатели пенсии по категории. Персональный пенсионер 73 человека, семья умершего персонального пенсионера 31 человек. Внесенные изменения позволят повысить пенсию этим категориям на 2000 рублей. Ранее персональная пенсия составляла 10 тысяч рублей и не повышалась с 2013 года. Изменения в закон о персональных пенсиях вступают в силу уже с января следующего года. Андрей Барцец представил поправки в законопроект о статусе военнослужащего. Как пояснил Барцец, законопроект предусматривает основы государственной политики по социальной защите военнослужащих. Сам по себе закон устанавливает основы государственной политики по социальной защите военнослужащих. Вышеуказанный закон устанавливает в том числе порядок и размеры выплат пенсионерам. В данном случае проект закона о внесении изменений направлен на увеличение размера пенсий вышеуказанным пенсионерам. Так предусматривается увеличение на 20% пенсии вышеуказанным категориям, что составит 70% от размера пенсии семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, членам семьи военнослужащих в случае гибели, смерти военнослужащих, наступившей при исполнении ими обязанностей срочной военной службы, либо их смерти, наступившей до истечения 3 месяцев со дня увольнения со срочной военной службы в результате увечья, ранения, травмы, контузии, полученных ими при исполнении обязанностей срочной военной службы. Второе, 70% от размера пенсии семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, пенсионерам, получающим пенсию по инвалидности при получении военнослужащим в связи с исполнением ими обязанностей срочной военной службы, увечья, ранения, травмы, контузий, исключающих для них возможность дальнейшего прохождения военной службы. Соответственно, Андрей Барцец представил законопроект, предусматривающий повышение размера пенсии отдельным категориям. Общее количество людей, которые получат соответствующие надбавки, 4623 человека. Что касается источников финансирования, депутаты уверены, что для выполнения обязательств не должно быть препятствий. В преддверии 30-летия Победы было определенное количество ветеранов, которые были награждены боевыми наградами. Это подразумевает другой уровень пенсионного обеспечения. И в связи с этим есть определенные вопросы перед пенсионным фондом. На все те вот эти добавления, которые прозвучали, пенсионный фонд заверяет, что он справится без всякой дотации со стороны бюджета. Ну а ситуация покажет, насколько это реально.
В первом чтении парламентарии приняли законопроект об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования. Законопроект направлен на создание современной государственной системы, позволяющей осуществлять эффективный учет сведений о гражданах, на которых распространяется действие закона о государственном пенсионном обеспечении. Закон об иммунопрофилактике претерпел существенные изменения. В случае его принятия гражданам с поствакцинальным осложнением будет выплачиваться ежемесячное пособие. Нельзя сказать, что закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний предусматривает безоговорочную вакцинацию. Напротив, у родителей малолетних детей или же уже у совершеннолетних граждан по-прежнему есть возможность отказаться от прививки. Однако теперь появились новые условия, которые влекут за собой отказ от вакцинации. В законе оговорено, что влечет за собой отказ от прививок, включая временный отказ, например, в приеме в образовательные и оздоровительные учреждения. Вот сейчас есть определенная напряженность с коклюшем детским, да? Естественно, ребенок, который не имеет прививку от коклюша на период объявления данной эпидемии, допущен в образовательном учреждении не будет. Это как пример просто. Данный законопроект приняли в первом чтении. После обсуждения последнего земельного вопроса по повестке парламентарии продолжили работу уже без участия журналистов. Следующая парламентская сессия намечена на 28 декабря. Асида Малия, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.